Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Конгресс США призывает начать поставки оружия Украине. Активисты Санкт-Петербурга увековечивают память жертв политических репрессий. Фотограф Обамы об имидже кандидатов во время предвыборной кампании. Как всегда, начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. На юге Франции потерпел крушение самолет Аэробус А320 авиакомпании Germanwings, выполнявший рейс из Барселоны в Дюссельдорф. На борту самолета находились 144 человека и 6 членов экипажа. МВД Франции сообщает, обломки самолета, разбившегося во французских Альпах, обнаружены в горах на высоте более 2000 метров. Президент Франции Олланд заявляет, что вряд ли кто-либо остался в живых. Предоставить право Владимиру Путину ввести российские войска в Украину и, цитата, «не стесняясь поддерживать ополченцев», резкие предложения вновь звучат в стенах Российской Госдумы. Так на решение конгрессменов США отреагировал первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Палата представителей США приняла резолюцию срочно предоставить Украине летальное вооружение. Подробности этого решения смотрите далее во включении наших коллег из Вашингтона. На самом же Донбассе за последние сутки погиб один военный, 8 человек получили ранения, сообщают в пресс-центре АТО. Мы подготовили специальный материал о том, как живут жены и дети погибших солдат и офицеров украинской армии, рассказывает Клэр Бик. Татьяне Якимовой всего 23, но она уже вдова. Ее муж был солдатом вооруженных сил Украины. Он погиб в прошлом году, сражаясь с сепаратистами в Донбассе. Александр Якимов так и не увидел своего сына. Татьяна была на 9-м месяце беременности, когда ее муж погиб. Я беременная на похороны ездила в Харьков. Уже из роддома уезжала. Тимур на 9-й день родился. После смерти мужа Татьяна переехала обратно к родителям, в деревню недалеко от Радомышля. Небольшой пенсии солдатской вдовы не хватает, чтобы свести концы с концами. Но, несмотря на горе, Татьяна старается сохранить оптимизм. Я не одинока, у меня и Тимур есть. Это хорошо, что он есть. Как моя мама говорит, без Тимура было бы непонятно что. Он меня заставляет жить. Татьяне помогает и местные благотворительные организации. Сегодня к ней приехали из центра «Дети героев Украины». Волонтеры помогают вдовам солдат и их детям привозить еду, одежду, подгузники и игрушки. Помогает не только вещами. Волонтер Татьяна Тарасевич считает, что женщинам нужна моральная поддержка, чтобы справиться со смертью мужей. Мы им много всего привозим. Стараемся привезти и немного счастья. Не стоит забывать, что они прежде всего женщины, и им нужно вернуться к жизни, растить будущее поколение. В условиях экономического кризиса на Украине центры помощи играют огромную роль в жизни семей, потерявших близких на фронте. Склад центра «Дети героев Украины» заполнен пожертвованиями, многие из которых приходят из-за рубежа. Дети Марины Книж всегда радуются приезду волонтеров. Муж Марины, Александр, ушел на фронт в первые дни конфликта и не вернулся. Марина одна несет на себе тяжелую ношу. Каждый день перед работой она везет детей в школу за 20 километров от дома. Марина – медсестра, и ее зарплата вместе с дотациями от государства составляет меньше $200. Он погиб за свою страну, и страна должна дать моим детям то, что отец им дать не может. Он отдал самое дорогое, что у него было – свою жизнь. Как и Татьяна, Марина черпает силу в детях. Но она не хочет, чтобы они догадывались о том, как ей тяжело. Если я плачу, Я плачу, мне тяжело, но в моих слезах знает только подушка. Я не имею права показывать свои горести детям. Если я плачу, дети меня жалеют. Я держусь, ведь у меня 2 детей, которых нужно поставить на ноги. А кроме меня у них никого нет. После объявленного в феврале перемирия гибнет гораздо меньше солдат. Но те дети, которые потеряли родителей на войне, всегда будут жить с ее наследием. А теперь о тех, у кого не осталось ни отцов, ни матерей. Чьи-то родители погибли на передовой, чьи-то во время бомбежек в своих домах, а кто-то не имеет возможности самостоятельно растить детей в условиях войны.
В Донецке и окрестностях продолжают работать детские дома. Сейчас в регионе относительное перемирие, но на подоконниках в одном из приютов по-прежнему мешки с песком на случай обстрела. Многие дети до сих пор боятся громких звуков. В приюте для сирот «Теремок» под Донецком живут дети дошкольного возраста. После начала военных действий на Украине воспитанников здесь стало больше. Директор Раиса Прилипко показывает мешки с песком на подоконнике. Несмотря на перемирие, их никто отсюда не убирает. И дети понимают, что это на случай обстрела. Они все знают, что такое град. Мы тут слышали, когда стены дрожали, когда январь-февраль был вообще, особенно перед перемирием, здесь невозможно было находиться. Альбине 6, но говорит она с трудом. Девочка не может прийти в себя от потери близких и грохота артиллерии. Мне кажется, что больше всего не было ни войны и ни пахали. То сидеть били хороши. По словам директора, сотрудники стараются сделать так, чтобы дети забыли о пережитом. Мой принцип педагогов – не говорить о войне вообще. Не давать оружие, пистолетов, автоматов детям маленьким в руки. В интернате для детей с особенностями развития до войны училось 140 человек. Но теперь здесь осталось менее половины. Многие семьи бежали из зоны конфликта. По словам директора, лечить детей здесь нечем. Нет ни лекарств от гриппа, ни вакцин для прививок. Нужны лекарства и по борьбе, как это не покажется странным, с паразитами. Вот обследуем детей, и достаточного количества нет. И приюты, и интернат получают гуманитарную помощь. Но сотрудники говорят, что грузовики из России не везут портящиеся продукты. И здесь не хватает свежего мяса, рыбы, овощей и фруктов. Некоторым ребятам также требуются психотропные препараты. Детей стараются отвлечь от войны, но у многих тяжелые психические травмы. И когда их удастся преодолеть, педагоги не знают. Это «Настоящее время», и мы возвращаемся к одной из главных тем дня. Палата представителей США приняла резолюцию-призыв к президенту срочно предоставить Украине летальное вооружение. Как реагирует на это администрация Барака Обамы? Слово коллегам в Вашингтоне. Наташа, ждем от вас подробностей. Да, Сергей, Нижняя палата Конгресса призывает президента Обаму начать поставки оружия Украине для защиты ее суверенитета в борьбе с пророссийскими сепаратистами. В понедельник резолюция была одобрена подавляющим большинством голосов – 348 за, 48 против. Руководство НАТО также призывает обсудить все варианты, включая возможность поставки оружия Киеву. Между тем, ранее представители Пентагона предупреждали о том, что оружие не поможет добиться качественного перелома ситуации и приведет к эскалации интервенции со стороны России. В западных столицах также считают политическое урегулирование единственным вариантом выхода из кризиса и по-прежнему рассчитывают на соблюдение минских договоренностей о прекращении огня. При этом желаемое пока расходится с действительным. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Мари Харп обвинила сепаратистов в Восточной Украине и Россию в очередном нарушении режима прекращения огня. Мы продолжаем наблюдать за несоответствием между словами и делами России и сепаратистов в Украине, ставящим под угрозу Минские соглашения и стабильность в регионе. России и поддерживаемым ею сепаратистам придется дорого заплатить, если условия Минских соглашений не будут выполнены. В качестве примера Харп привела поселок Пески, в котором наблюдатели ОБСЕ инспектировали контрольно-пропускной пункт, и на их глазах произошел артобстрел. Свидетелем обстрелов на подступах к Мариуполю стал и наш корреспондент Адам Бейлс. Подробности в его сюжете. Мариуполь – самый крупный украинский город, расположенный на побережье Азовского моря, между границей с Россией и Крымом. Соглашения о прекращении огня в Восточной Украине были подписаны месяц назад, однако бои в пригородах Мариуполя не прекращались ни на день. Мы находимся недалеко от Широкино. Нас остановили на этом блокпосту представители батальона «Донбасс», контролирующего большую часть этого региона. По их словам, идти дальше вглубь слишком опасно. Мы слышим звуки от залпов орудий и пулеметных очередей. И так все утро. Следы войны повсюду. Украинские власти опасаются, что в этом месте пророссийские сепаратисты начнут новое наступление. Танки обращены на восток, в сторону Широкино или ничейной земли. По словам командира батальона по прозвищу «Танк», на прошлой неделе был убит один из его солдат и еще один был ранен. А его никогда не было. Его не было ни по одним Минским соглашениям, никогда не было. Мы стояли в Лисичанске, не было прекращения. Мы стояли в Дебальцево, его не было просто. Просто, получается, мы не можем ответить, а они убивают наших ребят.
По рации сообщают об очередном артобстреле. Бойцы бегут в укрытие. Здешние бойцы не солдаты регулярной украинской армии. Они лишь волонтеры-ополченцы. Игорь, например, до того, как присоединиться к ним, был водителем такси. Он говорит, что сепаратисты атакуют их каждый день. Взять, что здесь было, то вот этой ночью пытались с той стороны пройти. Гасили с АГСов, с огнеметов. Они? Да, они. Ходят слухи о том, что российские силы концентрируются на границе для того, чтобы начать наступление. По словам командира танка, его подчиненные готовы отстоять Мариуполь. Конечно, сможем. Мы никуда не собираемся. Потому что это безопасность наших людей. Если они возьмут Широкино, это господствующая высота, они могут обстреливать Мариуполь. Стоит отметить, что стреляют не только сепаратисты. На протяжении дня мы слышали, как обе стороны открывают огонь. Солдаты говорят, что перемирие нарушили сепаратисты. По их словам, именно они до сих пор используют танки, несмотря на то, что соглашение о перемирии обязывает их вывести всю тяжелую технику из зоны конфликта. Однако бойцы батальона «Донбасс» признают, что они тоже временами открывают ответный огонь. В ту ночь мы наблюдали за этим своими глазами. Посреди непрекращающегося огня в конфликте, который с прошлого апреля унес жизни более 6 тысяч человек, мы все еще задаемся вопросом, что же потребуется для того, чтобы, наконец, осудить это неэффективное перемирие. Другая тема. В Вашингтоне в фонде Карнеги прошла церемония награждения за заслуги в области ядерного нераспространения. Награду удостоены два бывших министра. Игорь Иванов, экс-глава российского МИДа, и Дезмонд Браун, бывший руководитель военного ведомства Великобритании. Награда носит имена американских сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара, которые в начале 90-х активно работали над программой помощи России по ликвидации оружия массового поражения. Вручая награду Игорю Иванову, Сэм Нанн отметил, что российский дипломат всегда стремился к улучшению отношений Москвы и Вашингтона. Его коллега Ричард Лугар в эксклюзивном интервью нашей программе подчеркнул, что нынешний отказ России от сотрудничества с США ставит под угрозу безопасность российских ядерных материалов. Мне кажется особенно пугающим тот факт, что Россия фактически прекратила сотрудничество с Соединенными Штатами по вопросам взаимного контроля над ядерными вооружениями. В рамках программы Нанна Лугара Россия приглашала нас к участию в процессе обеспечения безопасности их ядерных арсеналов, что очень важно, поскольку полная безопасность ядерного оружия и материалов в России не является гарантированной. Естественно, Россия в этом плане не уникальна. В любом другом месте ядерные боеприпасы или расщепляющиеся материалы могут украсть, незаконно продать или их могут захватить террористические группировки. Это представляет опасность не только для остального мира, но и для самой России. Важность продолжения сотрудничества между США и Россией в этой области отметил Игорь Иванов. Ядерное оружие очень чувствительная тема. Это как, знаете, здоровье человека. Если теряется контакт с врачом, то неожиданно здоровье может пошатнуться. Поэтому ядерное оружие требует очень чувствительного подхода, независимо от того, какие могут быть эмоции, какие могут быть разногласия по отдельным, даже самым сложным вопросам. Ни в коем случае переговоры, особенно между ядерными державами и прежде всего между Россией и США не должны останавливаться и каким-то образом прерываться. Те механизмы, которые создавались годами, причем в тяжелые годы холодной войны, они ни в коем случае не должны останавливаться, они должны работать и совершенствоваться. Это механизмы проверки, верификации. Так сказать, только на этом строится взаимное доверие. Сегодня в афганской провинции Вардак вооруженные боевики-исламисты расстреляли автобус. Погибли 13 человек. Это случилось в тот момент, когда руководство Афганистана находилось и находится до сих пор с визитом в США. В эти минуты в Белом доме проходят переговоры Барака Обамы с президентом Афганистана и его соперником на выборах, который стал главой исполнительной власти. В нашей студии Александр Панов, от которого мы надеемся узнать подробности этого визита. Наздаша, это первый визит в Вашингтон президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая. Любопытно, что нынешний глава Афганистана в прошлом был тесно связан с Соединенными Штатами. У него диплом Колумбийского университета, он преподавал в бизнес-школах Гарварда и Стэнфорда, работал во Всемирном банке. 2 года назад британское издание «Проспект» поставило Гани на 2-е место в списке 100 лучших мыслителей мира. Нетипичный для Афганистана политик-интеллектуал. Минувшим днем афганских лидеров, президента и главу исполнительной власти принимали в Пентагоне. Ашраф Гани выразил особую благодарность от лица афганского народа американским военнослужащим, проливавшим кровь в боях с талибами и террористами из Аль-Каиды.
Мы не хотим быть бременем. Мы не спрашиваем, что Соединенные Штаты могут сделать для нас. Если перефразировать президента Кеннеди, мы хотим рассказать, что Афганистан собирается сделать для себя и для мира. И это означает, что мы собираемся навести порядок в собственном доме. Терроризм — это угроза, это зло. Мы, афганцы, говорим террору «нет». Мы никогда не подчинимся ему, мы преодолеем его. Продолжительные переговоры прошли в загородной резиденции главы государства Кэмп-Дэвид, где с афганскими лидерами встречались госсекретарь Керри, министр финансов Лью и министр обороны Картер. Вот что заявил Джон Керри перед началом переговоров. Мы собрали здесь в полном составе команду президента, занимающуюся вопросами национальной безопасности, чтобы в атмосфере открытого обмена мнений спокойно и вдумчиво поговорить о значительных изменениях, происходящих в Афганистане. Саш, афганские лидеры накануне визита говорили о том, что Вашингтон мог бы более гибко подойти к вопросу о сроках вывода американских войск. То есть означает ли это, что Кабул просит Америку задержаться? Эксперты отмечали, что Белый дом должен учесть уроки Ирака, резкий рост там, в образовавшемся вакууме власти так называемого исламского государства. Если вспомнить высказывание Сент-Экзюпери, мы ответственны за тех, кого приручили. Как ожидается, в результате этого визита две американские базы в Кандагаре и Джалалабаде продлят свое функционирование и после 2015 года. Темпы вывода американских войск по просьбе афганских лидеров могут быть замедлены. Сейчас в Афганистане находится почти 10 тысяч американских военнослужащих, а экономическая и финансовая помощь будет увеличена. Пентагон окажет помощь в оснащении и обучении афганских вооруженных сил, которые к 2017 году должны составить 352 тысячи человек. 800 миллионов долларов будет выделено на осуществление реформ. Вчера в Кэмп-Дэвиде объявлено и о специальной энергетической программе помощи. Сейчас в эти минуты в Белом доме проходят переговоры с президентом Обамой. Сначала в расширенном, потом в узком составе, а еще будет рабочий завтрак. Позже на пресс-конференции мы узнаем главное, что решит верховный главнокомандующий по поводу продления сроков для американских войск. Любопытно, что подход американской стороны заметно отличается от того, как Белый дом вел дела с предшественником Гани, президентом Карзаем, администрацию которого здесь обвиняли в коррумпированности. На интеллектуала Гани Вашингтон, похоже, делает серьезную ставку. Спасибо. У нас в студии был Александр Панов. Со вчерашнего дня в США официально началась президентская гонка. О начале своей предвыборной кампании заявил сенатор-республиканец Тед Круз. Президентская кампания в Америке длится практически 1,5 года. Имидж в этом процессе играет не последнюю роль, но неудивительно, что многие кандидаты панически боятся спонтанных съемок. Наш корреспондент Ануша Витисян встретилась с фотографом, которая сопровождала Барака Обаму во время его 2 предвыборных кампаний. Нью-йоркский фотограф Скат Туфангджан – автор самой популярной фотографии, когда-либо распространенной в социальных сетях, той самой, которую президент Обама выбрал для того, чтобы объявить о своей победе во второй для него президентской гонке. В твит-аккаунте президента ее сопровождала подпись «Еще 4 года». Это был момент, когда Мишель Обама только присоединилась к предвыборному туру. Они не виделись 5 дней. Президент и первая леди умеют уединяться, находясь перед многотысячной аудиторией. В 2006 году, работая корреспондентом различных американских изданий, Скаут фотографировала сенатора от штата Иллинойс Барака Обаму во время его первой президентской кампании. Скаут, которая в прошлом работала фотожурналистом в горячих точках, в секторе Газа, Египте, Гаити, восприняла это как возможность передохнуть от освещения человеческих трагедий. Однако после того, как Скаут посетила несколько предвыборных мероприятий, сенатор Обама сделал ее фотографом его предвыборной кампании. Это был дождливый день в Остине, штат Техас. 27 тысяч американцев пришли увидеть нового кандидата в президенты. Я сделала несколько фотографий и пошла за своей машиной. Вдруг рядом со мной остановился микроавтобус. Да, Обама водил микроавтобус. Открылась дверь, и он сказал мне: «С сегодняшнего дня ты будешь сопровождать меня на предвыборном туре». «Есть, сэр», — ответила я ему. Вскоре Скаут поняла, что ее новая работа не будет краткосрочным проектом. Сенатор Обама был не просто одним из кандидатов. Он собирался идти до конца. За 2 года Скаут собрала коллекцию фотографий, которые позже станут книгой о том, как Америка выбрала первого в своей истории чернокожего президента.
За день до супервторника сенатор Обама выступал перед избирателями в штате Вирджиния. Тогда Скат впервые запечатлела Обаму со слезами на глазах. Обама никогда не плакал. В тот день он узнал о смерти своей бабушки. Он плакал, и люди в аудитории плакали вместе с ним. Я смотрела на этих молодых людей в толпе, особенно на чернокожих детей. Они были настолько уверены в нем, полны надежды. Я подумала, что если Обама проиграет, то мы потеряем целое поколение молодых людей, которые верили, что могут изменить мир. Скаут попросили вновь стать фотографом Барака Обамы, когда он начал борьбу за второй президентский срок. Она автор фотографий, которые стали известнейшими символами избирательной кампании 2012 года. Мы остановились в пиццерии во Флориде. Хозяин пиццерии, большой мускулистый молодой человек, увидев президента, взял его на руки. Глава секретной службы раскрыл рот от изумления, не зная, как отреагировать. А сам президент был невозмутим. Его спокойствие неописуемо. Вне зависимости от того, какие фотографии были замечены прессой или профессиональными имиджмейкерами, Скаут считает, что ее лучшие снимки – это те, на которых президент запечатлен вместе с первой леди. Невероятно, что первой семье США удается оставаться обычной семьей, когда они испытывают такое внешнее давление. Президент Обама всегда советуется с первой леди, всегда ее выслушивает. Он на самом деле искренне интересуется ее мнением. У них удивительная взаимосвязь. Ануша Витисян, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. На фоне искоренения в России инакомыслия граждане страны пытаются увековечить память жертв сталинского террора. Тему продолжат коллеги в Праге. Сергей? Да, Наташа. Год назад правозащитники Москвы создали проект «Последний адрес». На сотнях домов стали появляться таблички с именами репрессированных. И вот на этот раз свои печальные знаки получают улицы и дома Санкт-Петербурга. Корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев. Карл Савалян – двоюродный брат инженера-экономиста Ленинградского оптико-механического завода Эриха Аршавира Аваляна, расстрелянного в 1938 году, ныне проживает в Украине. Карлос прилетел в Питер на несколько дней, чтобы прийти к знаменитому на весь мир дому Сергея Довлатова на улице Рубинштейна. Отныне рядом с мемориальной доской в честь легендарного писателя на фасаде дома будет висеть скромная латунная табличка с именем убитого НКВД инженера. И сегодня я остался, наверное, самый старший из тех, кто был близок к прадеду этого Аршавира. Такие таблички с именами малоизвестных людей стали появляться на домах Москвы и Петербурга не сразу. Поначалу организаторы акции, историки, правозащитники, журналисты предполагали увековечивать имена людей знаменитых, но позже такое ранжирование показалось несправедливым. Совершенно верно, что сделано от академика до сапожника, чтобы, может быть, какие-то люди, которые до сих пор поклоняются усатому палачу, может быть, они поймут, что вообще-то это касалось всех. Последний адрес стал российским аналогом немецкого проекта «Камни преткновения». 20 лет назад по всей Западной Европе в память о жертвах Холокоста стали появляться необычные мемориальные знаки, латунные камни, уложенные в брусчатку возле домов погибших. Сейчас их более 50 тысяч. В минувшие выходные в Петербурге вывешено 12 табличек. Латунные доски величиной с ладонь теперь нашли свое место и на стене музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Сотрудники музея увековечили память искусствоведа Николая Пунина и рабочего Генриха Каминского. Иногда заявителями выступают родственники, и они четко знают, что и как зовут человека, и у них есть уже все документы по его аресту, гибели и реабилитации. Основным источником сведений, используемых при поиске и сверке информации, указанной на мемориальных знаках, стала база данных общества «Мемориал». Каждая заявка проверяется сегодня специалистами из «Мемориала». Они знают где, как, они замечательно ориентируются во всем этом архивном хозяйстве. Из региональных книг памяти собрана архивная информация о более чем 2,5 миллионах граждан СССР, подвергшихся политическим репрессиям. Андрей Королев. Настоящее время. Санкт-Петербург. Москва. В ближайшие 50 лет Латвия собирается стать самой здоровой страной мира. Минздрав готовится обнародовать соответствующий амбициозный план. Глава ведомства чудо-программу пока только анонсирует, подробности не раскрывает, сообщает Делфи. Утренняя зарядка, здоровый прием пищи, искоренение вредных привычек. В общем, все привычно. Пока латыши ждут рецептов долголетия, у жителей соседней Эстонии есть свой оригинальный повод для ежедневных улыбок.
Ну а значит и здоровье. Вот уже более 2 лет жители Таллина пользуются общественным транспортом абсолютно бесплатно. Александр Силич. Таллин по европейским меркам город небольшой. Население 430 тысяч человек. Метро здесь нет, есть автобусы, трамваи и троллейбусы. Городским общественным транспортом здесь также считаются и вот эти обаятельные электрички, когда они движутся в пределах города. Бесплатным это все стало, когда экономическая ситуация этому, кажется, совсем не способствовала. Люди стали больше выходить по вечерам, по выходным, оставить свою машину домой. И чувствуя экономику, они выходят и употребляют свои свободные деньги, свое свободное время. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Кстати, перед тем, как отменить плату за проезд, городские власти провели референдум, на котором абсолютное большинство таллинцев сказало «да». Транспорт в Таллин бесплатный, это классно. Так я платила 7 евро льготную карточку в месяц. Но все равно за год это набирается сумма. Так что 80 евро, считайте, я уже за год сэкономила. Но, как выяснилось, позже город не только способен себе это позволить, а, как это ни странно, получает еще и конкретные экономические дивиденды. На этот счет Таллин в полной выигрыше. Как результат бесплатного транспорта число жителей города возрос на почти 15 тысяч человек. То есть это новые налогоплательщики. Каждый 1000 человек принесет в бюджет города ежегодно 1 миллион евро. Еще одно преимущество бесплатного транспорта – возможность добраться из точки А в точку Б, особенно в час пик, быстрее, чем на собственном авто. Для этого на большинстве улиц сделали специальную полосу, которой может пользоваться только общественный транспорт. И резко подняли цены на парковку в центре. Александр Силич, «Настоящее время», Эстония. Байкал бьет рекорды. Падение уровня воды в самом глубоком озере мира невиданное за последние десятилетия. Начинаются проблемы с обеспечением питьевой водой жителей Иркутской области. По данным местных экологов, у 30 тысяч человек высохли колодцы. Мария Яблонская. 6 сантиметров – это много или мало? Тем более, когда речь идет о крупнейшем в мире озере. По мнению экологов, очень много. Уровень воды в Байкале снизился до отметки 456 сантиметров. И это на 6 сантиметров ниже критического уровня. По словам специалистов, причина – прошлогодняя засуха. Приток в 2014 году был примерно 2/3 от нормы. Естественно, это не позволило наполнить Байкал до тех отметок, которые обычно были в предыдущие годы. Из-за этого к середине декабря уровень воды в Байкале упал по сравнению с 2013-м на 39 сантиметров. Тем не менее, 5 байкальских гидроэлектростанций продолжают забирать прежнее количество воды. Власти Иркутской области заявляют, что если этот объем снизить без электроэнергии, света и тепла, останутся тысячи людей. Но уже 30 тысяч жителей испытывают нехватку воды. По данным экологической организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу», колодцы в деревнях, расположенных на берегах озера, пересохли. О проблемах с обеспечением питьевой водой местного населения предупреждают и в МЧС. Независимые экологи уверены, ГЭС должны сократить забор, иначе Байкал ждет катастрофа. По их данным, из-за снижения уровня уменьшилось не только количество рыбы, но и микроорганизмов, которые очищают воду. Огромный урон идет для экологии, потому что если меняется уровень воды, меняется полностью и растительность, и флора, и фауна. Министерство природных ресурсов еще в январе распорядилось ежедневно измерять уровень воды. Но глава Государственного института в Иркутске уверен, что никакой угрозы экосистеме озера нет. По мнению Михаила Грачева, колебания уровня воды – это обычное явление, которое не несет долгосрочных негативных последствий. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.